у нас с вами очень важная и интересная встреча, на которой мы поговорим о основах национальной идентичности, о том, как мы представляем свою национальность. И помогут в этих вопросах нам разобраться наши два гостя, которым я сейчас представлю слово. Андрей Николаевич, давайте, наверное, начнем с вас. Мне нравится с молодежью один из самых старых, не боюсь этого слова, тех, кто начинал молодежную политику в России. Я стал начальником отдела по делам молодежи 12 апреля 1992 года. Большинство здесь в это время еще не родилось. С 2015 года я ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Меня зовут Патиев Фархат Абдурахманович, я возглавляю Федеральную национально-культурную автономию курдов Российской Федерации. Являюсь самым молодым членом Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Ну, так сложилось. И очень часто говорю, даже в школе, когда учился, я всегда был самым младшим учеником. И так пошло по жизни. И в работе, где бы я ни работал, всегда был самым молодым или самым младшим. Я возглавляю Федеральную автономию курдов, но возглавляю ее не один. Сразу говорю почему. Потому что есть такая курдская традиция, когда мужчина и женщина равны. Поэтому все наши организации возглавляют всегда два человека. Мужчина и женщина. Да, если когда-нибудь вы поедете, например, на историческую родину курдов, вы увидите, что главы администрации всегда два главы. Мужчина и женщина. Судья не один. Два, мужчина и женщина. Губернатор не один, мужчина и женщина. Глава правительства всегда мужчина и женщина. И так на всех уровнях. То есть это такая национальная традиция, национальная особенность, которая продолжает возрождаться. Возьмем мужчин. Мужчину курда с бородой вы не увидите. Но если увидите, есть на то 4 причины. Во-первых, если этот человек музыкант, то ему можно носить усы и бороду, если он музыкант, артист. Второе, если он старейшина, то он может носить усы и бороду. Так, здесь какой костюм? Рабочий. Здесь коричневый. В повседневной жизни, да. Курдов носить национальный костюм в праздничных мероприятиях — это норма. Также в повседневной жизни. Очень быстро поднимайте руку, потому что я принимаю только тот ответ, который поднят после руки. То есть, который сказан после подъема руки. Вопрос номер 1. Сколько в мире курдов? 50 миллионов. Шаг вперед, да. Вот она первая подняла руку. Если вы увидели женщину с головным убором кофе, значит что? Значит, она помоложе. Неправильно. Значит, она замужем, у нее есть свой дом. Значит, она замужем, у нее есть свой дом. Молодец, есть. Так, вы победили. Вы победили. Аплодируем. Вот такой подарок. Это аудиокнига. Так, свадебный обряд. Да, вот. В традиции курдов семейный обряд, оформляющий создание новой семьи, олицетворяет собой величайшее таинство рода. На чем везут невесту домой к жениху? На коне. На коне, правильно. А если вдруг что-то произошло? Разводы бывают редко, но бывают. На чем повезут невесту обратно домой? На осле. На осле. Руку поднимаем. Вы правильно сказали, но руку она подняла. Да, на осле. Чем бьют жениха по голове? Подушкой. Подушкой, правильно. Что это означает? Чтобы удары судьбы Были легкие. где-то очень далеко. Они должны будут навсегда забыть свою семью, и при этом они будут знать, что их будут преследовать. Потому что семья, мальчик, парень и девушка должны будут их наказать. Это оскорбление традиции. И мы приехали в научную библиотеку, у нас как раз была тема тоже свадебная. И девчонки с научной библиотеки рассказывают про свадебные, старинные русские свадебные обряды, которые на самом деле не такие старинные, еще в конце 19 века, да, эти обряды были. И там рассказывают нам про такое же дерево в русской традиции. Я правильно запомнил, что курдянка выходит замуж в красном платье? Да. Да. Цвет свадебного платья красный. Вы знаете, Кстати, до я начала... хотел спросить потом. Ну ладно. Я же знал. В России замуж выходили, невеста выходила в красном платье еще до начала 20-го года. С древнейших времен курды живут у берегов Тигра и Ефрата, и в горах Тавра и Загроса.
Как называется главный курдский национальный праздник? Навруз. Вот она первая подняла, которая сзади. Навруз. Правильно. Мгм. Сколько курдов проживает в России? 30 тысяч. Правильно, и вы у нас победитель. Прекрасно. Держите. Присаживайтесь. Последний вопрос. Кто запомнил, как меня зовут? Правильно, Фархад зовут. Абдрахманович. Спасибо за внимание. Успехов в жизни. Да, пусть все у вас складывается хорошо.